Позвольте мне прежде всего поприветствовать вас на нашей крымской земле, в нашем славном городе-герое Керчи, городе трудовой и боевой славы, городе исторической, который уже существует свыше 2600 лет. Это самый древний город России, и он вошел в число 10 древних городов мира. Поэтому здесь, когда приезжает нам, есть что посмотреть. И мы рады, что с нашей далекой Якутии прибыла делегация в наш город, в наш Крым. Наверное, так издалека к вам еще не приезжали. Да, вот впервые мы встречаем делегацию из Якутии, это самые крайние точки нашей земли. Откровенно говоря, мы очень рады, потому что народы Севера – это народы уникальные, ибо мы понимаем их роль в развитии республики Саха-Якутия, ибо все жизнится на этом народе там. И скотоводство, и звероводство, и морской промысел, и добыча полезных ископаемых. Это все в основном задействованы ваша, значит, якутская общественность, якутяне. И будучи у нас, конечно, мы понимаем, что и у нас, в многонациональном Крыму, есть народы, которые, ну, можно просчитать по пальцам, откровенно говоря, потому что время уходит так, и как бы мы ни старались поддерживать развитие малых народов, все равно они уменьшаются. И тем важна ваше, значит, пребывание здесь, чтобы как-то поднять, значит, заботу о наших жителей, этих национальностей. И я считаю, что ваш приезд, период, когда мы отметили 75-ю годовщину освобождения нашего города, а 19 числа мы отмечаем 75-летие освобождения Крыма, за исключением города Севастополя, потому что он продержался до 8 мая. И вам есть что здесь посмотреть. Действительно, город-герой Керчь – это город боевой славы. Дважды прокатилось колесо военной машины фашистской Германии по нашему городу, разрушив его до основания. Кстати говоря, Керчь разрушался много раз. Начиная со столицы Боспорского государства, он разрушался 5 или 6 раз. Но, к великому счастью, он восстанавливался. И вот после войны, прошло уже 75 лет, мы, конечно, уже не видим тех отметин Великой Отечественной войны, которые были, ну, спустя там 10-15 лет. Залечив раны, город действительно восстановился, и сегодня это город, который может принимать гостей, может принимать туристов. Почему? Потому что, я уже сказал, что это древний город, у нас есть что посмотреть. А возвращаясь все-таки к военной тематике, надо отметить, что ведь тут очень много якутян сражались за ваш город, за Крым и, собственно, ценой своей жизни тоже освобождали за его. наш город защищали и освобождали многие народности нашей страны, Советского Союза, и в том числе якутяне, которые с честью, геройством погибли здесь, на нашей земле, и вечная им память. Мы постоянно, наша ветеранская организация, общественность города, руководство города, мы на все мероприятия, которые связаны с войной, мы возлагаем цветы, венки, память о тех погибших бойцов Красной Армии, которые и защищали, и освобождали город-герой Керчь. Скажите, а какие еще точки соприкосновения вы видите между нашими двумя республиками? Вот я сказал то, что мы отдаленные точки,
Но тем важнее, чтобы мы как можно ближе соприкасались и в области экономики, и в области туризма, и в области исторической древности, потому что у вас тоже будет отмечаться тысячелетие в 2032 году. И это тоже древность. Поэтому здесь есть что посмотреть и вам, если будут делегации приезжать. Ну и мы имеем два моря прекрасных, и Азовское, и Черное, с хорошими пляжами. Поэтому отдыхать можно здесь и семейно, и в частном порядке приезжать, значит, для того, чтобы можно было и отдохнуть, полюбоваться природой. Мы ждем приезда, ибо нам нужно развивать вот это, значит, соприкосновение наших крайних точек. Вот в чем? Только в том, чтобы вы могли здесь хорошо отдохнуть, прежде всего, посмотреть достопримечательности нашего города. И с точки зрения экономических, может быть, найти соприкосновение в развитии каких-то видов отраслей народного хозяйства. Возможно. И, значит, я считаю, что ваш опыт в развитии животноводства, звероводства, он бы пригодился у нас, потому что мы имеем хорошее пастбище здесь, хорошее место выгона, и развивать вот эти виды сельского хозяйства, животноводства, было бы полезно для Крыма. Одно из главных мероприятий, которое прошло сегодня в городе Керчь, которое провели якутяне и жители Крыма, это акция «Мост дружбы». Построили Крымский мост, построим мост Ленский. Конечно, вот эта стройка, Крымский мост, трасса Таврида для Крыма – это большое достижение. И, откровенно говоря, я помню слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, который сказал, что мы сделаем все, чтобы Крым был одной из ведущих республик нашей России, регионов. И его слова на деле осуществляются. Вот мы видим автодорожный мост, который вели досрочно. Сегодня нет проблем, чтобы пересечь Керчьский пролив и побывать на нашем материке. Поэтому это большое дело и с точки зрения экономики, потому что и развитие экономическое быстрее пойдет, ибо доставка товаров это тоже большое дело. Потому что когда была паромная переправа, стояли в очереди сутками. А сейчас свободно пересечение. А вот когда войдет железнодорожная трасса, то вообще будет для нас радость, для всех жителей Крыма, да и россиянам, потому что они будут свободно добираться к нам железнодорожным составом. И вот было бы хорошо, я понимаю, я был, значит, в Якутии, был в Осетрово и видел, как Ленское пароходство загружено доставкой груза в Якутию. И меня это поражало. Там миллионы грузов шло в течение летнего периода. А зимний период вы все в ожидании. Так вот, надо, чтобы в вашей республике действительно был тоже мост, который бы дал бы возможность круглогодично завозить вам товары, не надеясь на Ленское пароходство, а в зимний период, и ваши жители могли бы путешествовать свободно в любое время года. И мы желаем, чтобы вот пример Крымского моста, чтобы ваше руководство республики и российское руководство совместно бы решило эту проблему. Ибо развивать этот край надо, необходимо. Там богатейшие залежи. Поэтому я думаю, что этот вопрос должен решен положительно. Мы желаем, во всяком случае, вам успехов в решении этой задачи.